командир легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор, герой Российской Федерации посмертно Минигали Мингазович Шаймуратов. В 1941 году в Уфе сформирована 112-я башкирская кавалерийская дивизия. Под командованием Шаймуратова дивизия одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовала в ожесточенных сражениях в Сталинградской битве. Дивизия принимала участие в Черниговской препятствии операции, за отличие в боях которой ей было присвоено почетное звание Черниговская. Во многих боях, когда положение становилось наиболее напряженным и опасным, Шаймуратов всегда оказывался впереди и лично вел в бой дивизию. За годы Великой Отечественной войны дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 километров и 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего как отличившаяся в боях. – 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Дивизия Шаймуратова была абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной Армии по числу героев Советского Союза. Минигали с детства восхищался Суворовым. В сельской библиотеке была книга о генералиссимусе, которую мальчишка зачитал, что называется, до дыр. И как солдаты любили Суворова, так кавалеристы уважали Шаймуратова, ведь он смог выполнить сложную задачу по сплочению и обучению дивизии, создав одно из самых боеспособных в Красной Армии соединений. Шаймуратовскую дивизию немцы называли «Дикая дивизия», а ее кавалеристов «Степные дикари». Бойцы бесстрашно шли за своим опытным командиром и безгранично верили ему. Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года под Ворошиловградом во время выхода из рейда в тыл врага. Он предусмотрительно отдал распоряжение спасти боевое знамя дивизии Баки-Валееву. Фактически, он мудрым решением и ценой своей жизни уберег от полного уничтожения дивизии, и его дивизия продолжала сражаться. Ее бойцы донесли боевое знамя до Берлина, дошли до победы, как и обещал Шаймуратов. Курай пел о далекой Башкирии, о ее горах, лесах, озерах, о степях, по которым несутся табуны лошадей. И когда на берегу Днепра бойцы отдыхали, а Тагир Кусимов стоял в раздумьях, как форсировать реку, он услышал народную мелодию сибай, льющуюся из башкирского музыкального инструмента. Родные напевы вдохновили его на решение трудной задачи и настроили на успех. В сентябре 1943 года в битве на Днепре полк под руководством полковника Кусимова один из первых форсировал реку. Под шквальным артиллерийско-пулеметным огнем кавалеристы на подручных средствах преодолели реку, выбили немцев из прибрежных траншей и создали плацдарм до 2,5 километров, обеспечив переправу других частей дивизии. В редкие минуты затишья Гайфулла Сарбаев поднимал настроение однополчан своей игрой на курае. Кураисты дивизии постоянно испытывали трудности с инструментом, поскольку тростниковые кураи не слишком долговечны.
Гайфулла предложил изготовить курай из медной трубки от топливопроводов сбитых немецких самолетов. Голинов Иван Иванович, начальник штаба 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Нафиков Горей Абдулович, командир 294-го полка. Анаклыч Атаев, командир эскадрона 294-го кавалерийского полка. Назыров Мубарак Зиганшевич, батальонный комиссар. Ахметов Хайрула Нургалиевич, комиссар полка. Саитов Салих Нигматзянович, командир 101-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона. Алибаев Сагид Рахматович, заместитель командира по политической части 275-го кавалерийского полка. Макаев Гариф Давлетович, командир 313-го кавалерийского полка. Курмакаев Александр Леонтьевич, начальник разведки. Саидгалин Байгужа Саидгалиевич, батальонный комиссар 313-го кавалерийского полка. Слова в песне Шаймуратов генерал «В воде не тонет и в огне не горит» не поэтический оборот, а реальная характеристика, которую Шаймуратову дали еще в юности. И это правда. Выдающийся военачальник генерал-майор Минигали Шаймуратов – народный герой, а 112-я Башкав-дивизия – легендарная. Они впечатляют своими победами, мужеством и героизмом, что стало поводом для создания данной выставки.